Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня День Земли. Существует два основных периода проведения Дней Земли. В марте, ближе к весеннему равноденствию, и 22 апреля. Именно в этот теплый период люди стараются выйти на природу, где могут не только отдыхать, но и прежде всего проявить заботу об окружающей среде. В эти дни проводятся массовые субботники, приводится в порядок прилегающая территория и проводятся другие акции. Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем. Это Кирилл Алчин, руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Все в этот день стараются говорить об экологии, поднимать экологические проблемы своего региона, своего места проживания. Расскажите, насколько наш город в последнее время стал чище, можно ли уже об этом говорить, по крайней мере, и на всякий случай спрошу, есть ли все-таки несанкционированные свалки в Якутске и сколько их? Ну да, действительно, это у нас ежегодное мероприятие, День Земли, то есть он основан для того, чтобы наши люди, нашей планеты, да, в частности, обратили внимание на этот ресурс, поскольку земельный ресурс — это один из основных ресурсов, на котором строится наша жизнь. Поэтому все им пользуются, но и в то же время должны проявить свое гражданское сознание и приводить все-таки в порядок те территории, которые наши горожане, наши жители нашей планеты действительно засоряют, загрязняют. Потому что есть много примеров того, что где раньше находились прекрасные сады, после вмешательства человека, там сейчас просто-напросто образовались пустыни, и которые являются невосполнимой утратой для нашей земли. Что касается территории нашего города, конечно, несанкционированные свалки у нас существуют. Это один из проблемных, скажем, мероприятий, которые устраивают наши горожане. Но в то же время нужно отметить, что работа в данном направлении ведется у нас ежегодно. И есть положительная тенденция по данному направлению работы. Если в прежние годы максимальный уровень несанкционированных свалок у нас доходил порядка 200, то в последние годы он, конечно, благодаря работе снизился, он у нас колеблется от 80 до 60. Но площадь, конечно, соответственно меньше этих свалок, которые были раньше. То есть непосредственно здесь отрабатывает как наша структура, Министерство экологии по данным направлениям работы, непосредственно отрабатываем с городским округом город Якутск, с Росреестром, полицию подключаем по тем местам, где действительно выявляются несанкционированные свалки, и несознательные граждане, в основном эти свалки устраивают наши граждане, либо на своей территории в большей степени для отсыпок данных территорий, да, поскольку земельные участки действительно у нас на территории города выделяются, и зачастую в низинах, да, и народ начинает отсыпаться не обыкновенным, да, песком, что дорого для многих выходит, пытаются сэкономить и устраивать несанкционированные свалки на своих участках. И здесь уже, конечно, с нашей точки зрения мы начинаем принимать меры административного воздействия, так же как административные штрафы, то и в последнее время начинаем предъявлять уже ущерб, нанесенный почвенному покрову за организацию несанкционированных свалок. Экологическое движение в последнее время набирает обороты все сильнее и сильнее, экоактивистов становится больше. Расскажите, как у вас организовано взаимодействие с экологическими организациями общественными? У нас отрабатываем в тесном контакте. Министерство экологии усиленно продвигает сейчас работу по общественным инспекторам. То есть люди, желающие вступить в ряды общественных инспекторов, подают заявление, проходят обучение, получают удостоверение и непосредственно отрабатывают с нашими инспекторами на территориях республики. Очень много есть неравнодушных людей, активистов, которые отрабатывают как непосредственно у нас по несанкционированным свалкам, незаконным сливам, то есть информируют, чтобы... То есть это наши глаза и уши на территории республики, которые помогают нам своевременно выявить
те нарушения природоохранного законодательства и оперативно пресечь данные нарушения. Это касается не только свалок, да, очень много у нас случаев загрязнения рек, да, там, золотарями, прорывы дам каких-то еще. То есть к тем территориям невозможно представить всех инспекторов одновременно, да, все-таки штат инспекторского состава ограниченный. Но те люди, которые посредством значит, средств массовой информации, да, это WhatsApp, получается у нас, да, электронные почты, оперативно предоставляют данную информацию, куда уже инспектора выезжают и проводят контрольно-надзорные мероприятия. Отбирают, если требуются пробы грунта, почвы, если есть оперативно, да, привлекают к ответственности, заставляют убрать, ликвидировать какие-то розливы и так далее. Вот если человек не является инспектором официальным, который прошел обучение, но все-таки человек неравнодушный к своему городу, к чистоте и экологии, увидел какое-то нарушение, есть ли какой-то, может быть, единый телефонный номер, единая служба, куда можно сообщить? Конечно, да, любой гражданин, согласно законодательству Российской Федерации, имеет право на благоприятную окружающую среду. Это прописано в Конституции. Поэтому любой гражданин имеет право подать обращение, заявление в надзорный орган и для принятия мер обратиться, если он находится за пределами города Якутска, скажем, да, у нас в каждом улусе есть инспекция Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Непосредственно может обратиться в любую инспекцию, непосредственно может обратиться на сайт министерства, да, либо обратиться в структурное подразделение с обращением. То есть оно останется не без внимания, они все официально регистрируются, предоставляются ответы. Если требуется проведение проверок, значит, согласно законодательству проводится проверка. В течение установленного законом срока гражданину предоставляется ответ. За этим следят за нами, проверяет прокуратура по обращениям граждан. То есть это все официально отрабатывается. Месячник санитарной очистки города проводится ежегодно. Скажите, а насколько часто проводится контроль за качеством уборки, которая была проведена? У нас сейчас проводится трехмесячник на данный момент в городе Якутске по санитарной очистке. На уровне республики объявлен двухмесячник санитарной очистки. Непосредственно в городе создан штаб по санитарной очистке, который возглавляет заместитель главы города Якутска, это Сорокин Роман. Значит, ежедневно проводятся видеоконференц-связи, где отчитываются главы округов о проводимых работах, значит, определяются направления работы, проблемные точки, места, куда требуется выдвижение, значит, определенных сил и средств для ликвидации последствий, да, которые образовались у нас в зимний период времени, где требуется откачка, где на данный момент более оперативные решения. То есть непосредственно округа предоставляют планы работ по своим территории, отрабатывают с организациями, с гражданами. То есть эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. Вы все видите, прекрасно работают по вывозу снега. Проблема действительно у нас погода преподнесла последнее. Так бы уже, наверное, в городе и снега-то не осталось, да? Все бы уже было чисто. Поэтому есть определенные трудности, но городские власти отрабатывают, справляются. Я думаю, в ближайшее время все будет приведено в порядок. Скажите, а как задействованы в санитарной уборке волонтеры и вообще как охотно, как добровольно, скажем так, и активно принимают участие именно в волонтерском движении жители? У нас ежегодно проводятся субботники. Значит, действительно погода внесла коррективы по субботникам. Да, в этот день у нас 22-го обычно проходили массовые субботники, но действительно еще часть мусора, значит, не вытаила у нас, находится под снежным покровом, что затрудняет уборку. Поэтому субботники все равно проводятся, но они сейчас проводятся по другим направлениям работы, по уборке снега, наледей, вот в этих направлениях работы. Но чуть позже
значит, будут проводиться субботники по уборке сухого мусора. Они у нас и проводились, в принципе, до этого времени. Мы отрабатывали со студентами биолого-географического факультета, они принимали участие, да, всегда в субботниках. По предприятиям, ну, в связи с пандемией в прошлом году тоже небольшие проблемы были в связи с организацией субботников из-за того, что нельзя было большому количеству народа скапливаться. Ну, сейчас до 50 человек, в принципе, разрешено. Поэтому субботники будут проходить. Предприятия есть у нас такие, как Алмаза Анабара, у нас постоянно участвуют в субботниках. Другие приходят к нам, значит, обращаются, просят выделить определенную территорию по уборке. Они в основном убирают у нас зеленую зону, просят несанкционированные свалки. У нас не секрет, что есть в зеленой зоне, да, в Гослесфонде. То есть своими средствами выезжают, субботники организовывают, вывозят мусор на свалку, на полигон. То есть предприятия в городе есть такие, которые действительно готовы своими коллективами на благо нашего республики, нашего города проводить такие мероприятия. Давайте затронем тему пожаров. Как часто жители города Якутска нарушают правила пожарной безопасности, и в связи с наступлением совсем скоро уже пожароопасного лесного сезона, что важно знать жителям в случае, допустим, введения режима повышенной готовности по лесным пожарам? Ну, не секрет, что в прошлом году у нас была сложная ситуация по пожароопасной обстановке ввиду того, что было очень мало осадков, снежного покрова, поэтому почвенный покров был сухой, и были возгорания у нас, что сухой травы на территории Гослесфондов. Поэтому, конечно, ежегодно выходит распоряжение главы по проведению противопожарных мероприятий у нас, да, оно вышло. Определены места на территории города, где разрешено горожанам отдыхать, разводить шашлыки, значит, и так далее. Да? То есть те места, которые действительно не приведут к возгоранию на территории города. Да? Они специально обустроены, опаханы, проводятся противопожарные мероприятия. Что касается граждан, конечно, они в первую очередь должны руководствоваться своим сознанием, да, находясь на природе, что открытый огонь, он всегда опасен. Люди зачастую не понимают того, что достаточно одной искры, дуновения, скажем, да, легкого ветерка, и они просто-напросто не смогут остановить данный костер. Когда начинает гореть трава, еще если есть ветер, она просто моментально расходится. Люди пытаются убежать, скрыться, да, но, значит, помимо этого проводятся постоянно рейдовые мероприятия со стороны инспекции, совместно с МЧС, Якутским лесничеством, мэрией города Якутска, да, фиксируется, где люди отдыхают, где находятся, то есть вносятся в патрульные путевки. Если введен режим противопожарный, то могут и привлекаться к мерам административного воздействия за нарушение разведения костра, да, костровищ и так далее. Помимо этого, в случае возникновения пожара отрабатывают дознаватели пожарной службы, то есть выявляются факты распространения очагов возгорания. И если устанавливается непосредственно нарушитель, то здесь санкции административного воздействия, уголовного, если причинен значительный ущерб. Ну и помимо этого еще гражданам предъявляются иски о возмещении ущербов, которые могут достигать миллионов. Десятков миллионов. Да, десятков миллионов. Поэтому здесь, конечно, граждане должны быть аккуратны с этим и соблюдать те правила и меры пожарной безопасности, находясь в городских лесах. Сейчас у нас в преддверии весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. Инструктажи проводятся у нас с охотниками по соблюдению пожарной безопасности при проведении, значит, охотничьего сезона. Кирилл Евгеньевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью», и у нас в гостях был Кирилл Алчин, руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.